сегодняшнем видео мы вновь затронем тему миграционной политики России. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, что ожидает мигрантов из Таджикистана и Узбекистана, по словам Лаврова. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы быть в курсе о всех новинках на нашем канале, а также подписывайтесь на наш новостной телеграм-канал. Ссылка на него будет в описании под этим видео. Добрый день. Прежде всего хотел бы вам, господин президент, передать самые теплые слова приветствия и наилучшие пожелания от президента Российской Федерации Владимира Путина. Мы ждем вас с официальным визитом Российской Федерации через пару месяцев. И как раз мы хотели бы сегодня в рамках наших переговоров с моими коллегами и, конечно, беседы с вами сверить часы в отношении подготовки к этому очень важному мероприятию на высшем уровне. У нас прошлый год стал весьма успешным по всем направлениям нашего взаимодействия. Состоялись визиты в Таджикистан президента Российской Федерации, председателя правительства России. И, безусловно, 25 лет договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи мы отмечали тоже в мае прошлого года. Это тоже очень важным событием. Мы ценим уверенный рост нашей двусторонней торговли, инвестиционного сотрудничества, более 300 предприятий в Таджикистане работают с российским капиталом. Ну и, конечно, наше взаимодействие в сфере культуры, образования и внешней политики всегда продолжает наше союзничество, обязательно на конкретный результат обсудить все направления нашего сотрудничества, которые реализуются в соответствии с договоренностями, достигаемыми на высшем уровне между президентами Путиным и Рахмоном. Мы союзники, мы стратегические партнеры, и именно в таком духе мы рассматривали состояние наших двусторонних отношений и взаимодействие на международной арене. Мы отметили устойчивый рост товарооборота. В прошлом году почти на треть он увеличился и приближается к отметке в $1 миллиард. Важную роль в развитии наших экономических, инвестиционных связей играет межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству, которая в ближайшие месяцы должна провести свое очередное заседание, и условились продолжать формирование благоприятных условий для деятельности наших экономических операторов в Таджикистане и таджикистанских в Российской Федерации. Говорили о флагмане нашего энергетического сотрудничества, о крупнейшем совместном предприятии Сангдудинской ГЭС. Мы заинтересованы, как и наши таджикистанские друзья, в обеспечении максимальной отдачи от работы этого совместного предприятия и подтвердили сегодня готовность Российской Федерации участвовать в других инфраструктурных проектах, в том числе в сфере гидроэнергетики, через поставки оборудования для строительства и реконструкции энергообъектов в Таджикистане. И договорились продолжать обеспечивать эффективную, рентабельную работу Сангдудинской ГЭС, которая последние 2 года действительно выправила свои показатели, и мы это приветствуем. У нас очень тесные культурные, гуманитарные связи. Договорились продолжать практику, начатую пару лет назад, о направлении российских преподавателей в школы в Таджикистане, и констатировали с удовлетворением завершение процесса подготовки документов, которые позволят приступить к строительству в Таджикистане 5 школ с обучением на русском языке. Нас, конечно, радует, что российское образование, стандарты российского образования весьма востребованы студентами и аспирантами в Таджикистане. Мы в этом году предоставили 630, как я помню, стипендий за счет государственного бюджета для граждан Таджикистана, а всего в российских вузах обучается порядка 28 тысяч таджикистанцев, из которых 8 тысяч обучаются на территории вашей страны в филиалах МГУ, Московского энергетического института и Московского института стали и сплавов. Мы говорили, как мой коллега и друг упомянул, о миграционной проблематике. Мы предпринимаем достаточно интенсивные усилия по дальнейшему улучшению условий пребывания на территории России граждан Таджикистана, других стран Центральной Азии. Таджикистанцам предоставлены весьма и весьма широкие преференции.
преференции. И для того, чтобы эта работа была более эффективна, чтобы люди чувствовали себя еще более защищенными, мы попросили наших таджикистанских коллег ускорить работу над проектами соглашений об организованном наборе трудовых мигрантов, о реадмиссии, о пенсионном обеспечении и о правовом статусе представительств миграционных структур России в Таджикистане и Таджикистана в России. Мы готовы и уже начали эту работу, имея в виду помощь таджикистанским друзьям в техническом переоснащении их вооруженных сил, укреплении государственной границы, в том числе в контексте сохраняющихся угроз, которые продолжают исходить с территории Афганистана. Мы довольны тем уровнем взаимодействия, который достигнут между нашими министерствами иностранных дел, в том числе на многосторонних площадках. Говорили сегодня о сотрудничестве в рамках СНГ, где в прошлом году Душанбе весьма и весьма эффективно исполнял обязанности председательства. Говорили также об организации договора коллективной безопасности, Шанхайской организации сотрудничества, ООН, ОБСЕ. На всех этих площадках мы тесно кооперируем с нашими таджикистанскими союзниками и стратегическими партнерами. И дальнейший вектор этой работы задан подписанной сегодня программой сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами на 2019 год. Мы немало высказали интересных идей о том, как подходить к развитию сотрудничества в Центральной Азии с тем, чтобы максимально эффективно решать сохраняющиеся здесь проблемы и способствовать гармоничному развитию всех государств региона. Россия готова содействовать этим процессам, используя наши исторические связи, используя нашу общую экономическую базу, которая создавалась еще в период Советского Союза, и, конечно, используя нашу общую заинтересованность в обеспечении безопасности этого региона, где находятся наши союзники и друзья. Говорили мы о той роли, которую в этой связи играет 201-я российская военная база. Это важный фактор безопасности Таджикистана и важный фактор общих задач, которые решает Организация договора о коллективной безопасности. В целом мы, по-моему, хорошо поработали, и я благодарю моего коллегу и приглашаю господина министра с очередным визитом посетить Российскую Федерацию. Спасибо. Это правильно, что